Всем привет, друзья! Очень давно не виделись. 2 года не снимались ролики по казахскому языку. В целом у меня все хорошо. Развиваю свою оффлайн школу, провожу живые занятия здесь у себя в Караганде. Также развиваем потихоньку онлайн английский язык. Вот. Все у меня хорошо, друзья. Вижу ваши комментарии, вижу ваши добрые слова. Я это очень ценю. Вот все комментарии вижу. И безмерно рад, что вы у меня есть, подписчики. Ну, а в этом видео, в коротком, я хочу поговорить с вами о казахской модальности. То есть, как выразить такие вещи, как «я умею говорить», «ты умеешь слушать», «он умеет работать», «мы умеем готовить, кушать» и так далее. То есть, мочь уметь, да? Тут все очень просто. Чтобы образовать модальность, выразить, что вы что-то можете или не можете, достаточно взять основу глагола и добавить суффикс «а» или «е». Затем добавляем вспомогательный глагол «брать», «алу», и добавляем к нему личные аффиксы. Сейчас я вам покажу на конкретных примерах. Например, я умею говорить. Говорить, разговаривать — это сөйлесу. Вы помните из моих уроков, что основа глагола образуется путем отбрасывания суффикса «у», остается сөйлес. Сөйлесу, сөйлес — основа. Так вот, мы к этой основе добавляем «а» или «е». Сөйлес, последняя гласная «е», по сингармонизму добавляем «е». Сөйлесе. Теперь берем вспомогательный глагол «брать», «алу». У отбрасываем, остается «ал». Аламын, личный аффикс. Если вы внимательно смотрели все мои предыдущие видео, вы знаете личные аффиксы, присущи каждому личному местоимению. Мен, сен, ол и так далее. И вот, я умею разговаривать. Мен сөйлесе аламын. То есть я умею разговаривать, например. Мен казахша сөйлесе аламын. Я умею говорить на казахском. Либо ты умеешь плавать. Плавать жүзу. Жүз основа. Мягкая, значит, я снова добавляю суффикс «е». Сен, жүзе, вспомогательный глагол «брать», алу, ала и личный аффикс «сын». Для личного местоимения «сен» личный аффикс — это «сын», «сын». Как вы помните, следовательно, сен, жүзе, ала, сын. Ты умеешь плавать. Сен, жүзе, ала, сын. Еще один пример. Например, она умеет читать. Нет, другой пример лучше. Она умеет... Что она умеет делать? Она умеет писать. Писать — это жазу. У отбрасываем, основа глагола писать, жазу, жаз. Жаз, а твердое. Значит, из двух суффиксов а, е мы выбираем суффикс а. Ол, она. Жаза, вспомогательный глагол брать, алу, алады. Ол, жаза, алады. Она умеет писать. Вот как это происходит. Теперь на примере одного глагола давайте просклоняем это по лицам. Итак, я умею писать. Мен жаза аламын. Ты умеешь писать. Сен жаза аласын. Он умеет писать. Ол жаза алады. Мы умеем писать. Біз жаза аламыз. Вы умеете писать. Сіз жаза аласыз. Они умеют писать олар жаза алады. Ну, как вы помните, еще есть множественное число. Если группа людей, с каждым из которых вы общаетесь на «ты», мы говорим так: сендер жаза аласындар. Либо другая группа людей, и вы с ними вежливо общаетесь на «вы», там будет сіздер жаза аласыздар. Сіздер жаза аласыздар. Вот. В этом видео ограничимся только положительной формой. Отрицательную и вопросительную формы разберем в других видео. Такой формат, надеюсь, друзья, зайдет. Мы эволюционируем, мы меняемся, становимся лучше. Келесі кездескенше, сау болыңыз.